В конфликте на границе погиб еще один гражданин Таджикистана, водитель машины скорой помощи. Сегодня, 28 января, стало известно об еще одном погибшем гражданине Таджикистана во время конфликта на таджикско-киргизской границе. Пресс-центр таджикских погранвойск сообщает сегодня о 2 убитых и 10 раненых, из которых 6 военнослужащих и 4 из числа гражданского населения в результате вооруженного конфликта между пограничниками Таджикистана и Кыргызстана 27 января. Погибший являлся водителем скорой помощи центральной больницы Исфары Абдулатиф Шарипов. Он погиб при спасении гражданского населения села Ходжай-Ало от взрыва миномета кыргызской стороны, передает пресс-центр таджикских погранвойск. Также погиб Тучиев Обиджон, 1986 года рождения, житель сельского джамуата Ходжай-Ало. Он скончался в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного киргизскими военнослужащими в его двор. Отмечается, что 28 января в 1:00 на территории сельского джамуата Сурх города Исфары состоялась встреча рабочей группы компетентных органов Таджикистана и Кыргызстана. Погранвойска Таджикистана отмечают, что в настоящее время ситуация на границе стабильная. Совместной комиссией соответствующих структур обеих сторон изучаются причины и факторы пограничного конфликта. Стороны после рассмотрения и обсуждения вооруженного пограничного конфликта пришли к соглашению об объявлении прекращения огня до 8:00 часов 28 января 2022 года, чтобы все дополнительные силы и техника возвратились с линии государственной границы на место постоянной дислокации. Отмечается в заявлении. Между тем, как сообщает корреспондент Азия Плюс, с места событий количество раненых, доставленных в Исфаринскую больницу, достигает более 20 человек. Тем временем обстановка на таджикско-киргизской границе характеризуется как стабильная, сообщил Азия Плюс пресс-секретарь мэрии Исфары Зубайдулло Шомадов. После достигнутых договоренностей между главами области 2 стран стрельбы не было. Ночь прошла спокойно, без происшествий. Ситуация стабильная. Пограничники контролируют границу. Сегодня переговоры будут продолжаться, отметил Шомадов. По его словам, председатели области, мэр города Исфары, руководители областных и районных правоохранительных органов находятся на границе. Напомним, 27 января в селе Самуньон на таджикско-киргизской границе произошло столкновение между таджикскими и кыргызскими пограничниками, в результате которого погиб один житель села Ходжа-Ало города Исфара. Снаряд, выпущенный с кыргызской стороны, попал в его дом, а также были ранены свыше 17 граждан Таджикистана и 7 граждан Кыргызстана. Конфликт утих после того, как главы Сагдийской и Баткенской областей достигли договоренности об отводе дополнительно переброшенных сил на границу с обеих сторон вместо постоянной дислокации. Создана совместная комиссия для обеспечения полного контроля вдоль границы. Организовано совместное патрулирование для обеспечения спокойствия местного населения и предотвращения дальнейшей эскалации, сообщил Азия Плюс. Глава Сагдийской области Раджабой Ахмадзода, председатель ГКНБ Кыргызстана Камчибек Ташиев сообщил, как передает 24 КГ, что с кыргызской стороны 11 раненых. Это военнослужащие, гражданских среди них нет. В эти минуты в джамуате Чоркух Исфаринского района Таджикистана проходят переговоры командующего пограничными войсками Таджикистана Раджабали Рахмонали и председателя ГКНБ Кыргызстана.